Меня зовут Марина Михайловна Саднампилова. Я являюсь ведущим научным сотрудником Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук. Область моего исследования довольно широка. Вообще это общими словами это традиционная культура, традиционное мировоззрение тюрко-монгольских народов, которое включает в себя много разных тем, начиная от темы освоения пространства, например, народной медицины, социальной организации общества и множество других таких маленьких небольших тем, которые, конечно же, формируют эту мировоззренческий фундамент. Все это, конечно же, очень интересно и раскрывает нам особенности бытия вообще кочевой культуры, по отношению к которой вообще в мировой науке сложилось такое отношение, немножко предвзятое, что кочевники – это люди, которые не имеющие связей с землей, которые как ветер в степи гуляют без какой-то привязки к какой-то местности. Но в последнее время это отношение стало меняться, и уже начинает немножко утверждаться такая теория, что все-таки если мы говорим о практическом освоении территории, это одно. А в отношении кочевников мы можем сказать, что кочевая культура проявляет максимальную духовную освоенность пространства, но это, мне кажется, даже намного важнее, чем ее практическое использование. В Якутск я вообще приезжаю третий раз. Второй раз, когда мы сюда приезжали в 2015 году, по-моему, если мне не изменяет память, мы как раз были летом и целенаправленно посещали ваш традиционный праздник, самый главный. Конечно, мы слышали, в чем состоит суть этого праздника, вначале нам казалось, обычный праздник, летний праздник, новый, Новый год, например, у бурято-монголов белый месяц. Как выяснилось, на месте просто мы посмотрели, насколько он сильно отличается, мне кажется, даже от наших праздников, потому что все-таки именно духовная составляющая их, она гораздо, по-моему, объемнее, больше, чем, например, те же спортивные состязания, которые вплетаются в канву этого праздника, другие какие-то элементы этого праздника. Духовная освоенность, духовная составляющая исэха, она, конечно, очень глубока, и ее изучение требует больших, наверное, усилий, возможно, потому что все-таки такие праздники для нас, кочевников, очень важны. Эту духовную сущность, наш праздник Сурхарбан, у нас тоже есть такой праздник летний, он утратил и сейчас превратился в сугубо спортивное состязание. Там у нас скачки, это стрельба из лука, и борьба, все. И теперь это представляет интерес в основном только для спортсменов. Этой духовной стороны этого праздника нет, а она была. Другое дело, что она уже утрачена. Да, обрядово-ритуальное вообще теперь ничего нет. Якутскому народу повезло, потому что на этот праздник обратила особое внимание ваш, наверное, самый креативный ученый-этнограф Екатерина Назаровна Романова, которая как раз выстроила эту концепцию, основываясь на анализе именно этнографического материала, выстроила, продала ему контуры, наполнила этим глубоким содержанием, и у вас получился такой праздник. Другим народам, я думаю, просто не повезло, потому что, в принципе, и Сабантуй татарский, и наш Сурхарбан, и праздники других народов, они все имеют прежде всего глубокую обрядовую эту часть, духовную часть, очень богатое духовное содержание, но некоторые наши чиновники, они обычно игнорируют этой стороной праздника, любого праздника, концентрируясь только на его внешних проявлениях. Это могут быть танцы, спортивные состязания, в этом направлении праздник реализуется. А эта красота духовная, она остается за пределами. Это действительно такое явление интересное. Нам пока даже сложно оценить. Наверное, в большей степени это негативное
явление, потому что люди, как бы пользуясь вот этими современными средствами транслирования информации, да, вот используя соцсети, и как бы люди, не имеющие никакого отношения ни к традиционной медицине, ни к там, допустим, даже которые не разбираются ни в религии, да, ни в верованиях народа, объявляют вдруг себя людьми, которые способны там помочь другим людям там, преодолеть те или иные там, болезни или какие-то проблемы. Ну, я думаю, что это делается только из коммерческих соображений, во-первых. Во-вторых, у нас никакого контроля как бы за этим процессом-то и нет со стороны властей, поэтому любой человек может открыть свой блог, там еще что-то и транслировать вот эту вот ложную информацию, как бы, да. И вот как раз мы обсуждали эту проблему буквально вчера. Мне кажется, что нашим ученым, а ученые у нас очень долго и трудно перестраивают свою работу, но нужно уделить время этому направлению, ну и, возможно, как-то вот попытаться организовывать свои какие-то там каналы информации, где они могут представлять свою точку зрения, такую уже более авторитетную, которой люди могли бы доверять. И как-то вот так вот бороться надо, потому что иначе, я не знаю, никакого контроля-то как бы за их деятельностью нету, за деятельностью этих людей. И так вот и формируются там группы мошенников, да. Ну, в принципе, конечно, можно дать оценку деятельности того или иного человека, но опять-таки как, тоже это же знание субъективно, потому что мы же опираемся на тот опыт, те знания, которые которыми обладал человек, например, в XIX веке, да, ну как бы тот этнографический материал, которыми мы располагаем, он, к сожалению, вот ограничен вот этим временем. Но целительство же, оно же тоже на месте не стоит, оно тоже же как-то развивается, возможно, обретает новые практики, там какие-то новые черты, да. Те же знахари, они же не должны выглядеть как средневековые колдуны, допустим, да. Тут, конечно, сложно дать такую оценку. А может быть, этот человек, возможно, чем-то обладает, да, возможно, он имеет богатый опыт там, приготовления каких-то снадобий из лекарств. Я не знаю, потому что этот опыт может быть разный в разных регионах. Тут как сравнить? Если вы этого всего объема знаний не знаете, то судить человека вы тоже не можете. Тут как бы сложно определить это как бы уже мнение тех людей, которые его слушают, доверяют. Ну, вообще, чем меня Якутия привлекает? Тем, что это часть как бы тюрко-монгольского мира, которая сохранила в чистоте, можно сказать, неприкосновенности те вот архаические наши знания, традиции, которые были раньше, возможно, у всех тюрко-монголов, но там, на юге, под влиянием крупных вот этих монотеистических религий, как ислам, буддизм, все это уже трансформировалось, изменилось, что-то утратилось. А здесь это сохранилось, и как бы вот это клондайк, наверное, в определенной степени вот этих вот архаических знаний и опыта, на которые сейчас обращены взоры многих исследователей, этнографов, кочевниковедов, которые вот отсюда вот могут почерпнуть те недостающие как бы сведения, которые мы не можем найти вот в своей культуре. Здесь вот мифология просто замечательная. Я говорю, вся земля Якутии, она просто дышит этими мифами. Как выходишь там под каждым деревом или возле каждого куста на берегу реки, ты просто чувствуешь вот эту вот силу, да, древнюю, такую вот именно живую, вот, что вот рядом вот они сейчас находятся, эти шаманы там, или духи, какие-то персонажи сказочные, герои эпосов. Они живут рядом с вами, потому что вы их помните, да, вы о них вспоминаете, вы их как бы изучаете. Как только, как говорится, вы забудете, и они тоже растворятся, исчезнут. У нас вот такой как бы силы вот этой духовной, мне кажется, у Бурятии уже как бы и нет. Там уже буддийская как бы культура утвердилась, это совсем другое. А здесь вот именно исконная наша, традиционная, кочевая, она жива и развивается, и процветает. Это очень приятно. Мы бы вот этнографические, по крайней мере, группы, да, лингвистические группы могли бы очень тесно как бы сочетать свои исследования, потому что
много общего, интересного. Вот существует мнение, что в якутском языке большой процент составляет монголизмы, да? Но следует иметь в виду, что практически все тюркологи, языковеды, они уверены, что даже в монгольском языке на 80% монгольский язык состоит из тюркизмов. То есть видите, какой процесс, да? Вы считаете их монголизмами, да? А в нашем языке много тюркизмов. И здесь, конечно, сотрудничество, мне кажется, безграничное, потому что у вас школа этнографии очень сильна, мне кажется, много молодых исследователей, и у вас большие перспективы, конечно. Сама Якутия огромная, есть куда поехать, есть где поработать. Вот у нас в маленькой Бурятии считается, что уже все объездили, все уже изучили, да, а у вас просто неисчерпаемые возможности в этом плане. Ну и мы бы, конечно, хотели бы узнать больше о традициях якутского народа, где-то сравнить их с нашими, да, прийти к какому-то, может, общему знаменателю, посмотреть. Но все это очень, конечно, важно, интересно и перспективно. Ну, конечно же, я желаю и якутянам только больших успехов, вот как раз в освоении своей традиционной культуры. Я смотрю, что якуты уделяют очень много внимания, времени, да, вот своей культуре. А вот теперь уже даже на федеральном уровне признается, что Якутия – это новый как бы центр кинематографии, да. Вот уже все считают, что учиться делать настоящее кино нужно ехать в Якутию. Это же огромный прорыв и достижение именно якутского народа, да. Я думаю, что у вас это такой прорыв будет не только в кино, но и во всех остальных видах искусства. И в науке будет тоже же прорыв, потому что у вас какой-то есть такой потенциал, духовное вот желание, да, вы открыты вот этому, вы хотите изучить, все рассмотреть, потрогать, да. Ну, как-то, мне кажется, что у нас вообще в России наука как-то немножко уже потеряла вообще, мне кажется, люди потеряли даже интерес к науке, я не знаю, в связи с чем как-то смотришь на потухшие глаза людей, да, и видишь, что ему уже ничего не хочется. А здесь вот у вас просто какой-то источник силы, так вот с людьми общаешься, и вот опять вспоминаешь, что бы надо было бы сделать. То есть мы здесь единомышленники, вот я лично нахожу для себя. Мы считаем, что у нас очень много общего, очень много интересного. Сотрудничество, конечно, необходимо, и я думаю, оно будет и было всегда.